Сейчас на Горьковском шоссе завершаются отделочные работы на надземных пешеходных переходах. Благодаря таким сооружениям движение будет интенсивным, что по планам должно предотвратить образование пробок. Сейчас 11 километров шестиполосной магистрали готовы более чем на 95%. Открытие запланировано на декабрь. Должны успеть в сроки. Но это грандиозный проект, и мы выложились максимально на все 100. Он также будет функционировать. Дорога разгрузится однозначно. Будет все замечательно. Также в декабре планируют открыть еще одну вылетную магистраль, 8-километровую вторую очередь Вознесенского тракта. О стоимости проезда в Казанской мэрии ответить затруднились. Это будет зависеть от того, и там есть концессионер, есть стоимость, которую концессионер вложил в строительство этой дороги. Будет зависеть, во-первых, от сроков окупаемости, от сроков, которые ставит для себя концессионер, и, конечно же, будет зависеть от того, насколько дорого будет содержать сам Вознесенский тракт. В этом году в Казани отремонтировали и построили дорог общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Это чуть больше территории государства Монако. Объем работ вырос на треть. На это направили более 30 миллиардов рублей. В том числе благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» сейчас доля дорог в нормативном состоянии достигла 85%. Это один из самых высоких показателей в стране. В этом году подремонтировали, много объектов в этом году, я просто в доставке работаю, то есть по дорогам езжу, отремонтирую более-менее. Замечательные дороги. Я сам приезжий из другого города, есть чем сравнить, и могу сказать, что в целом неплохо. Дороги это в Казани самые лучшие, потому что куда бы мы ни ездили, везде Татарстан самый лучший. При этом в Казани еще много работы на поселковых дорогах. К тому же частный сектор в столице Татарстана разрастается. Сейчас это более 200 тысяч человек, то есть почти каждый пятый казанец. Мы с ветерком, что называется, по всем основным магистралям проезжаем. Остается острый вопрос по дорогам в поселках. Нам нужно добиваться выделения средств и на дороги, на капитальный ремонт, на капитальное строительство в поселках. Мы подсчитывали ориентировочную стоимость по ремонту, по приведению в нормативное состояние дорог в поселках. Там сумма просто колоссальная и объем работ огромный, который на сегодняшний день еще требует, ждет своего решения. С завершением строительного сезона у дорожников начинается другая пора – зимнее содержание дорог. Организации призвали заранее подготовиться к возможным снегопадам. Дмитрий Аринин, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.